Приветствую вас в эфире радио Крым Реалии. Сегодня мы поговорим о чем-то приятном, о традициях, которые следует, собственно, знать. У микрофона Катерина Некречия, и я напомню нашим слушателям, нашим зрителям в интернете, что вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 8 800 10 06 926. Если это прямой эфир, а он у нас с понедельника по пятницу по крымскому времени в 17:00 и в 19:15. Вы можете поучаствовать в прямом эфире в любое другое время. Звоните 8 810 06 926 и оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. И также пишите, конечно же, комментарии под YouTube-трансляциями нашего эфира. Для нас ваше мнение очень важно. А в этом эфире мы будем говорить о том, как сохранить традиции. Собственно, что такое традиции крымско-татарской свадьбы и, собственно, какие еще интересные проекты для своего зрителя создала студия Караденис Продакшн. С нами на связи по скайпу гендиректор студии Эльзара Ислямова. Эльзара Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже по скайпу веду этот эфир, вот благодаря такой возможности, да, благодаря интернету. Одна история, что мы можем связываться в эфире, а с другой стороны, из-за пандемии, конечно, многие планы, и я думаю, что в жизни вашей студии также достаточно как-то изменились. Да, мы сегодня об этом обо всем поговорим. Поводом для этого интервью стала недавняя презентация в конце декабря. Ваша студия презентовала новый проект. Это документальный, можно назвать, так я смотрю, это официально вы называете, или серия мини-фильмов. Я же на Ютубе смотрю, что это один такой, можно назвать, большой документальный фильм. И, собственно, в этом фильме речь идет об обрядах, о традициях крымско-татарской свадьбы. И тут воссоздано очень много деталей. Я попрошу вас в этом эфире также раскрыть секреты, может быть, чего вы не знали о традициях, да? Но я так поняла из того, что звучало во время презентации этого фильма, что действительно очень много нового и для крымских татар, для тех, кто уже и свадьбы-то прошел, и сам вроде обряды эти прошел, но много нового открылось. Также поговорим сегодня о других ваших проектах. Я бы хотела вот так вот из карантина, из презентации начать. У вас же офлайн состоялась презентация в конце декабря этого документального проекта, и можно посмотреть на Кроментаторс, в том числе репортаж. Было много людей, очень красивая презентация. Просто там же можно было попробовать некоторые обряды, некоторые традиции свадебные были. Как все-таки вы решили сделать офлайн мероприятие, и из-за карантина не переносилась ли эта история? Столько много вопросов. Сейчас по порядочку. Начну с последнего. Да, мы решили все-таки провести офлайн мероприятие. Да, пандемия, но для нашей команды как бы уже мы для себя давно определили, что коронавирус с нами, наверное, это уже такая долгая история, наверное, на всю жизнь ее хватит, и поэтому, останавливать весь процесс не имеет смысла, тем более сейчас есть возможность, как можно предостеречься, да, начиная там от того, что просто не приходить на мероприятие, там посмотреть это все в онлайне. И, конечно, это и средства индивидуальной защиты, но и самое главное прививка. Поэтому большинство нашей команды и наших гостей, они либо уже имеют антитела, да, либо от прививки, либо от перенесенной болезни. Поэтому, тем не менее, мы все равно призываем людей, конечно, быть очень осторожными. Поэтому мы решили, конечно, провести это мероприятие таким хорошим праздником, потому что людям очень не хватает этого общения. И мы все-таки хотели... Это был такой серьезный, мощный проект, который задействовал огромное количество людей, особенно это поддержка была людей там и безусловно, в плане там коллекций, коллекционеров, предметов, там изделий, быта, одежды и так далее. Поэтому мы очень хотели всех собрать и показать, что у нас получилось, то есть сделать вот такой вот праздник. И, как вы видите, сколько мы пригласили, там 150 человек, столько и пришло. То есть у людей, конечно, вот эта потребность общения, она просто гигантская. И вот так вот, сделать презентацию, это, конечно, создать необходимый такой сделать, конечно, информационный повод для того, чтобы как можно больше людей еще посмотрело это мероприятие, непосредственно сами свадебные обряды.
Вы знаете, у меня есть такая мечта побывать на настоящей крымско-татарской свадьбе. Я понимаю, что 150 человек, это, конечно, вот как у вас на презентации было приглашенных, это такая маленькая крымско-татарская свадьба на самом деле, из того, что мне вот друзья рассказывают, потому что когда там интересуюсь, а как у вас было, как у вас, и вот мне друг говорит, ну, у нас всего-то было 150 человек на свадьбе, это маленькая свадьба. Вот Это поэтому маленькая, это правда. так и есть, да. Я, честно говоря, под впечатлением от фильма, безусловно. Мне кажется, что равнодушным остаться достаточно сложно. И под впечатлением еще потому, что вот насколько тонко удалось передать все вот эти моменты, и это вот документальные вещи, в то же время это как и художественный фильм, в общем, все в одно, и это все в Ютубе. Меня безумно радуют современные тренды, тенденции, что можно в Ютубе делать абсолютно разный продукт. Откуда, как вообще нашлась эта идея, и когда, и вот какой момент от идеи до финальной реализации этого проекта? Да, вот свадебные обряды. Почему они? Когда вы это придумали? Ну, с такой задумкой мы ходили уже очень давно, потому что вот наш портал, он как раз-таки ежедневно выпускает там 10-12 сюжетов, в том числе у нас огромный пласт именно материала, который связан с обычаями, обрядами, традициями крымских татар. И мы их выявляем, читая огромное количество источников, там, книг, каких-то там довоенных даже книг, диссертаций, научных статей. И вот такие интересные факты по чуть-чуть, да, вот все, что входит, допустим, в любые обряды, включая свадебный, а свадебный — это самый главный обряд крымских татар, самый красивый, самый масштабный. И мы постоянно вот по зернышку какие-то очень интересные вещи мы показывали. Тем более их очень много. Они отличаются еще от региона, где проживали крымские татары. Допустим, те, которые жили в степной части, для них были одни характерные там обряды. Для тех, кто в южнобережной части Крыма, там вторые, третьи и так далее. То есть их было настолько много, и мы просто поражались их такому обилию и красоте. И поэтому с такой задумкой мы, конечно, доходили давно, чтобы сделать в каком-то вот в таком фильме, собрать и показать, ну, такой, ну, конечно, понятно, что документальный фильм, потому что мы претендуем на его достоверность, но определенную художественность, красочность, качество, чтобы это было интересно абсолютно всем поколениям, чтобы оно не носило только какой-то узкоспециализированный характер и было интересно только профессионалам, которые вот исследуют эту тему, чтобы оно было отдано как бы для широкой аудитории. И вот настал тот момент, когда мы нашли таких, ну, можно сказать, друзей, единомышленников, которые вместе с нами, мы решили поддержать наш этот проект, и у нас появились определенные там возможности, и мы его решили снять. Сценаристом выступила Лиля Буджурова, которая исследовала огромное количество вот этого материала. И ее задача была, хотя, ну, вот сделать такой, знаете, ну, получился, да, все говорят, ну, как, почему вы его называете документальным? Его вполне может быть как художественный. Это поэтому художественная такая иллюстрация этих свадебных обрядов. Потому что она подошла очень серьезно к этому вопросу, как вы видите, но в то же время мы должны были понимать, что мы должны были так представиться, чтобы людям было интересно. Вот. Ну, а дальше у нас там все склеилось. Мы ведь снимали уже не один проект реконструкции. Мы уже знаем, как это делается, как воссоздать эпоху историческую. И здесь тоже была воссоздана историческая эпоха 18-19 века. У нас и в этом отношении есть, опять-таки, те же друзья, единомышленники, которые уже давным-давно занимаются вот таким восстановлением и сохранением крымско-татарского Крыма. Это, безусловно, коллекционеры. Их немало, их большое количество. Каждый раз, когда мы создаем такую реконструкцию, они нам помогают. Это и владельцы домов-музеев. Например, в этот раз это дом-музей Дервишевой в Бахчисарае и дом Кокулус в семье Рената Саранаева. Вот. Также коллекционеры. В этом году вот мы воспользовались гигантской просто коллекцией Абдуль-Вахаба Сидхалилова. У него более там 2000 экспонатов. Ну и присоединились еще там с десяток коллекционеров, которые нам помогли в этом вопросе. Поэтому вот все это, когда объединилось в одну, ну и наша, конечно же, команда, которая, не будем скромничать, стала уже профессионально, имеет опыт создания таких эпох, во главе с нашим главным режиссером Давиром Дваджиевым, наш художник по костюмам, это Халидей Челенгирова, которая тоже еще, знаете, ну, уже мы как вместе 10 лет работаем, еще со времен АТРа. То есть мы поднакопили такой опыт, чтобы вот сделать еще и такой фильм. Он получился, мы сами им довольны.
Вот. И уже мы всегда критически относимся к своему продукту, и там, но мы были уверены, что это понравится, нашим зрителям понравится. Он будет иметь большую ценность культурную и для молодежи, и, ну, в общем-то, для всех, да, чтобы мы немножечко, знаете, там не только вот, может быть, какой-то посыл, как нужно там свадебные обряды на сегодняшний день там может реализовать. Не в этом дело, потому что время движется, и понятно, что многие современные вещи, они добавляются, абсолютно не в этом вопрос. Вопрос был, во-первых, понимание, что такое крымско-татарская семья, потому что в обрядах кроется огромная философия вот, создания крымско-татарской семьи, да, посмотреть, какая была вот тонкость взаимоотношений между всеми членами семьи, как это, как это все делалось щепетильно, насколько было мнение важно каждого, невесты, жениха, как это красиво какими-то вот, знаете, там вот этими кукурузами или с какими-то тапочками, как это все показывалось. Вот ну, про кукурузу, Эльзара Ханум, я вас перебью, про кукурузу как раз хотела спросить, потому что в комментариях под YouTube на вашем канале, под фильмом, да, я напомню нашим слушателям, зрителям, что в YouTube можно найти или через Crimea Tatars, и найти там, или же вбить просто вот свадебные обряды крымских татар. Да, и вот сразу этот фильм. И там очень много про кукурузу было. Я сначала комментарии почему-то привыкла читать, а потом уже смотреть. И действительно вот такой вот нюанс, что когда молодой человек хочет уже родителям сообщить о том, что у него есть претендентка на руку и сердце, он не прямо это говорит отцу, например, а он там эту кукурузу, качанчик кукурузы положил в обувь, и отец, увидев уже это, значит, понял такой сигнал. И таких нюансов действительно очень много, и это пропитано все таким уважением вообще ко всем участникам процесса, что немаловажно. То есть, чтобы не было никакого, не дай бог, ну, позора в том смысле, что если девушка не хочет, да, то есть сначала как-то молодой человек пытается узнать, а не против ли она, и только потом он уже уведомляет своего отца об этом, да, то есть действительно вот эти семейные традиции, они все вот пропитаны таким уважением, и меня еще впечатлило. И это, кстати, очень важный момент, мне кажется, для того, чтобы как-то вот прочувствовать крымско-татарскую культуру отдельно, может быть, от других культур, которые ислам исповедуют, да, потому что я, например, была в Дервиш-Эви, я там также послушала много всего, и я знаю, что не так строго, может быть, согласно мусульманским традициям в некотором смысле. То есть у девушки тоже спрашивают, хочет ли она. То есть нет такого, что вот как бы вот пришли за тобой, значит, иди. И это тоже в фильме показывается очень. И это тоже, мне кажется, такой важный момент, который является отличительным и очень важным в познании, ну, потому что, будем откровенны, про крымских татар, к сожалению, вот даже крымчане, там, других национальностей, которые вроде бы рядышком живут, но многого не знают. Вот. Поэтому вот кукуруза — один из моментов таких очень обсуждаемых в комментариях. Какие еще, может быть, впечатлили вас лично моменты, о каких традициях, может быть, вы не знали? Ну, вот я, например, не знала про подол. Это было тоже так пикантно, знаете, так вот очень, ну, и тоже отношение такое щепетильное к невесте и гостям аккуратное. Ну, вот про подол мне очень понравилось, особенно учитывая, как сегодня девушкам делают предложения и как они соглашаются. Конечно, там это и вертолеты, и посадки где-то на горах, и там 100 роз и так далее. То есть вот тут, ну, и ее согласие, оно выглядит, да, таким вот подол платья. Мне, конечно, очень понравилось. Ну, мне сложно говорить, что для меня впервые, потому что мы про эти обряды очень часто писали, делали видеоматериалы, поэтому для меня уже это как бы не в новинку, мы просто это все уже собрали. А для многих, я знаю, что даже для многих этнографов и гостей для наших, которые давно занимаются именно вот все, что связано с обрядами Крыма, для них было много что новенькое. Вот они даже не ожидали такого увидеть. Тут про подол я немножко тоже платье дополню, да, чтобы понятно. Это какие-то спойлеры, но благодаря им тоже надо посмотреть обязательно всем, кто нас сейчас слушает, смотрит этот фильм. То есть, когда пришли свататься, и отец с мужчинами, значит, сидит, и 3 раза он спрашивал, девушка стоит за дверью, 3 раза он ее спрашивал, на 3-й раз она, если соглашается, я так понимаю, то она показывает вот подол своего платья. Да? Если не соглашается, наверное, ничего не показывает, и на этом сватовство и заканчивается.
Да, скажите еще такой момент. Я, кстати, вот в этих вот синхронах, в интервью небольших во время презентации, там услышала действительно, что вот какие-то вещи стали новыми, стали открытиями. И вы-то точно побывали на огромном количестве крымско-татарских свадьб. Вы вспомнили, да, про вертолеты, потому что современность диктует свои какие-то вот модные штуки, и тут уже от бюджета зависит, и тут может быть что угодно вообще на свадьбах, Да. конечно, как только уже не придумают. И это тоже, кстати, такая важная часть и в Крыму, насколько я понимаю, что свадьба уже, если, то, значит, надо максимально ее отпраздновать и все новые фишки использовать. Из традиций, которые из года в год на всех свадьбах, вот на вашем опыте, на которых вы бывали, такие как бы активно используются, активно молодожены молодые знают об этом, и вот без каких традиций точно ни одна крымско-татарская свадьба, даже современная, не может пройти. Ну, наверное, это самое главное, это, конечно, вот нишан, да, никях, там, сватовство, потом непосредственно сама как бы вот свадьба, когда мулла уже там делает, ну, как бы, когда объявляет их союз и спрашивает уже точное согласие, вот уже вступить в брак. Конечно, сама свадьба той. Ну, вот хна, гиджесы или там тираж мирасимы, это вот значит, нанесение хны, и когда мужчину там приводят в порядок, все эти вопросы могут не всеми соблюдаться уже давным-давно. Ну и, допустим, чагыртуф — это приглашение родственников уже после свадьбы. Ну, тоже довольно-таки часто используется. Ну, вот даже на моей свадьбе тоже была традиция, когда мне приносили подружки веник. И я тоже знаю, что это тоже сейчас традиция также живет. Не знаю, веник ли сейчас приносят или пылесос, но такая традиция есть, да, вот подружки навещают невесту. А по поводу вот этих подарков, конечно, это же девушка действительно готовились с самого чуть ли там, ну, не рождения, понятно, но ее, по крайней мере, родственники. Вот, знаете, еще одна ценность этого фильма — это вот огромное вот это вот богатство этнографического вот этого всего наследия, да, сколько вышивки, сколько предметов, вот изделий, вот этого быта, вот этой красоты. Вышивке уделялось просто огромное значение. Понятно, что сейчас невеста у нас этим не занимается. Да. Вот это сейчас заменяет на различные там подарки, там что-то там, я не знаю, сладости, или пошли купили там что-то в магазине и такое. То есть вот это, конечно, оно уже отошло. Ну, не знаю, хорошо ли это, плохо, я тоже считаю, что мы не можем на каких-то вещах таких настаивать, но то, что оно было, пусть оно будет понимание, вот оно так было, это было красиво. Ну вот, наверное, пожалуй, вот из тех обрядов, которые я назвала, они все равно имеют место быть. И сейчас свадьба не потеряла как бы своего значения, она все равно является самым главным мероприятием в любой семье. То есть и родители к этому готовятся, и сама пара, и это, знаете, подход к тому, вот как какой-то праздник, какое-то большое свершение, когда создается семья. Какое создается семья. То, что этот культ присутствует, это прекрасно. Вот. Другое дело, что где-то, мы, может быть, там уже как-то так говорим, что это где-то кич, где-то перебор, где-то какая-то преемственность какого-то кавказских каких-то традиций, то, что нам не свойственно, или, наоборот, проамериканских традиций каких-то. Но оно, я думаю, всегда во все времена оно бурлило, где-то что-то заимствовалось, где-то что-то пересекалось. Но наша задача была показать вот фольклор, классический крымско-татарский обряд, так, как он был. А для будущего поколения, это просто вопрос знаний, во-первых, да, и потом выбора. Хотим ли мы как-то к этому приблизиться или нет. Хотя я знаю очень много пар, была на многих таких свадьбах, когда именно крымско-татарскую свадьбу старались максимально приблизить вот к этой старинной свадьбе. То есть побольше крымско-татарского фольклора, песен. Начинали с самого там утра, обязательно там что-то приготовить именно дома, не только в ресторане. То есть каждый потом этот праздник делает для себя, для своих родственников по-своему. Я даже иногда думаю, что это зависит от какой-то зрелости, от знания, да, вот от понимания и желания там приблизиться к своей национальной идентичности ближе. Вот, мне кажется, так.
Тут, наверное, роль играет вот то, что вы говорите, знание, да, потому что если не знать эти традиции, то как можно даже захотеть их внедрить к себе на вот этот праздник, да, поэтому тут очень такой действительно важный момент, что когда знаешь, вооружен, и действительно уже можешь фантазировать, и полет фантазии может также быть таким. Это такой важный Понимаете, момент. иногда Да. вот многое обрастает мифами, иногда вот поговоришь с молодежью, они говорят, ой, ну что-то у нас там такое было все примитивно, ой, ну что-то там такое какое-то, вот, ну, это все от незнания. Мы понимаем, что для молодых у них просто нет этой картинки, они ее просто не понимают, не видят, не ощущают в ней, во-первых, не видят, но и даже потому, что они когда-то видели, у них ну, складывается какое-то впечатление, что это было, ну, как-то так, не впечатлило их, да. А наша задача была... Мы, в принципе, ничего не придумали. Мы же говорим, что у нас документальный фильм, он снят просто качественно, на 4К, там, красивая работа оператора, ну, понятно, режиссерская, прежде всего, работа, да. То есть это вот... И это дало какую-то такую сочность картинки. И, ну, то, что это не было там как-то примитивно или там некрасиво, мы уже так сказать не можем. Вот, Это сто поэтому... процентов, это 100%, да. И я на самом деле вот так вот подумала, провела параллель, что эти свадьбы, а я в какое-то время как раз, например, работала на свадьбах, и для меня вот какие-то украинские традиции, которые на самом деле я сейчас, вот мы с вами говорим, я понимаю, что есть просто заезженные какие-то штуки, да, которые уже там, они, может быть, и не так они происходили 100 лет назад, но сейчас вот их так преподносят, а когда попадаются вот сейчас в интернете какие-то даже фотографии воссозданные, даже в костюмах там своих предков, или как-то по фотографиям смотрят, как бы быть похожими на прапрабабушку там во время свадьбы. И когда это действительно вот так вот воссоздается в таких мелочах, оно выглядит абсолютно по-другому, действительно красиво, и вот такое уже хочется попробовать. Поэтому с этой точки зрения все, что вам удалось собрать в фильме, это действительно очень показательно и очень как раз может захватывать в этом смысле и захотеть повторить это. Вы уже сказали о том, что костюмы и период, который показан в фильме, это 18-19 век. База костюмов благодаря коллекционерам и локации также некоторые сохранились, где это все можно делать. Но вот во время презентации главный режиссер Левер Дваджиев, он сказал, что с каждым годом все тяжелее снимать исторические фильмы, потому что Крым теряет свой довоенный облик. Вот те локации, которые вы назвали, и тех коллекционеров, это ну, там, все, что осталось, скажем так, от вот таких вот моментов. То есть насколько было сложно действительно в этом поиске искать те места, те костюмы, не знаю, подобие какое-то, вот, которое действительно может отобразить 18-19 века. Ну, конечно, все же, ну, не секрет, что после депортации крымских татар вообще все практически уничтожалось, все, что связано с крымскими татарами. Дома, которые были сугубо крымско-татарские, сколько много красивых пейзажных таких вот сел, и Южнобережья, и Бахчисарайского района, и там, я не знаю, Степного Крыма, но они практически все ну, уничтожались. Вот. Ничего такого, чтобы мы говорили, что вот, ну, вот видите, это деревня на крымско-татарской. Нет, все как-то сломано, ну, ничего практически такого, разве что только в музеях есть, но они по каким-то частям, по каким-то там одежда, вот детали, вот предметы быта и так далее. А вот так, чтобы понять, какой был крымско-татарский дом, нет. И только благодаря вот таким энтузиазмам, как, например, Рустем Дервиш или Ренар Саранаев, которые там лет 10, а может даже и 15 лет назад, они купили эти дома старые, крымско-татарские. Не просто купили, их нужно поддерживать, их нужно восстанавливать. Они превратили их в дома-музеи. Они наполнили, собирали по всему Крыму и за ее пределами, даже сейчас это больше за пределами, все, что связано вот значит, с крымскими татарами. Это, я не знаю, это вся та же вышивка, это одежда, те же предметы быта, и наполняли эти дома. Вот. Сейчас это дома, которые, я уверена, приносят им доход, и это так, потому что они стали интересны туристам, прежде всего крымским татарам, потом всем, кто живет в Крыму, да, много людей посещают, и, конечно, туристам. И эти дома сейчас процветают. Поэтому очень сложно. Конечно, все, что касается природы, Крым такой же. И в этом
и проблем никаких нет. И мы тоже очень, немного, но несколько кадров, связанных с природой, конечно, дали этому, вложили в этот фильм, потому что без природы Крым, он не Крым, да, нужно все равно показать эти леса, эти горы, эти речки, мы это все равно показали. А вот что касается, например, костюмов, во-первых, часть, конечно, мы еще тоже шили, мы их для какое-то количество обязательно отшиваем, но все, что касается вот старины, опять это тоже частные коллекционеры, которым просто интересно, которые неравнодушны, которые ищут по всему миру для того, чтобы вот такие частные коллекции пополнить. Но мы не пользуемся государственными фондами, это невозможно, они просто их не дадут. Вот это все вот такой частный энтузиазм. И когда мы к ним обращаемся за помощью предоставить нам для съемок, даже араба, на которой ехала невеста, это тоже старинная араба. Вот мы ее там всеми возможными методами и не методами Абдуль-Вахаб заставил эту арабу, там закрутил, перекрутил, чтобы она все-таки поехала, эта повозка. Вот. И это тоже повозка, которая была у частного коллекционера, мы ее привезли, у Айдера Халилова. Но вот так вот это всегда сложно и будет еще сложнее, потому что ничего, так нам было бы легче, конечно, когда приезжаешь в Западную Украину, представляете, сколько просто деревень до сих пор, они такие очень аутентичные, да, или они даже воссоздают эти деревни, такие вот украинские, где можно прийти и сказать, что это вот домик с этого региона, этот с другого, я не помню, как они уже называются, но где-то возле Ивано-Франковска была такая деревня, я точно помню. Вот у нас такой возможности нет, поэтому с каждым разом так снимать сложнее. А потребность в таком продукте все больше возрастает с каждым годом, потому что каждый крымский татарин, неважно от возраста, все равно он обращается потом, кто я? Кто такие крымские татары, как они жили, какая у них была культура, а чем они здесь занимались, в каких домах они жили. И мы пытаемся это все воссоздать. Это сложно, безумно сложно, но, видите, мы не одни, поэтому мы все равно это делаем. Эльзара Ханум, еще такой вопрос относительно вообще, знаете, как это, планы на будущий год, учитывая, что мы записываем эту программу в конце 2021 года, на носу уже 2022 год, и у вас в вашей студии Cardenis Production опыт и комедийного сериала есть, и вот документальных проектов, и репортажные такие истории, то есть много всего и о современности, и об истории. Может быть, приоткроете занавес, что ждет вашу аудиторию в будущем году? Вы знаете, мы действительно этот год был такой у нас насыщенный. Мы только за этот год, я уже помимо всех значимых мероприятий, там типа ярмарки народных достижений или там книжной ярмарки, и там проведение конференции женской и много других событий было. Мы, конечно, сняли, что касается фильмографии, это действительно «Шаматалы Хоранта», 20-серийный сезон 2. Это и документальный фильм о Гаспринском переводчике, который тоже был с реконструкцией, тоже получился очень качественный и успешный. И вот напоследок свадебные обряды. Как-то жизнь научила не делиться уже планами на будущее. Вот. Планы всегда есть. Это уважаю, да. Уверена, что планы есть у вас. Под видео планы у нас есть работать, служить своему народу, открывать для них, для самих же крымских татар открывать самих себя. У нас еще огромный пласт таких сфер, в которые нужно залезть, грубо говоря, да, вытащить и показать в интересном формате для своего зрителя, чтобы они знали, кто они. Под видео вашими есть такие вот контакты, как можно финансово помочь проекту, и для Ютуба это вообще за последние годы абсолютно нормальная история, патреоны существуют, и разные там карточки, как можно поддержать и блогеров, и отдельно какие-то продакшн-студии, как мы видим. Хочется уточнить, кто является вот такой вот интернет-поддержкой в этом смысле, финансовой вашей продакшн-студии, это только ли крымские татары, это те, кто живут в Крыму, или, может быть, те, кто выехали и живут вообще там в других странах. Можете ли вы описать вот этих людей, которые активно участвуют?
Ой, это действительно разные настолько люди, и действительно не только крымские татары. Это так радует, которые нам где-то сочувствуют тем, что у нас там нет такой большой поддержки в создании таких проектов. Они перечисляют. Это действительно наши диаспоры, которые живут за рубежом, и они имеют, может быть, большую финансовую возможность нам помочь. Ну, буквально как бы передавая там через своих родственников. Это, конечно, наши крымско-татарские бизнесмены. Вот, они, кто-то открыто участвует, и мы их открыто называем это спонсоры, которые нам помогли. Кто-то пытается говорить, что ну, меня лучше не отражать, они просто тоже приезжают к нам в офис или перечисляют и говорят, вот это для этого проекта. Собираем. Источников в этом отношении много, просто рады каждому рублю. Это все аккумулируем, ну и стараемся очень эффективно, очень экономно все это распределить. Супер. Но это такой не призыв, конечно, я, может, не имею права в эфире Радио Крым Реали призывать к этому, но, тем не менее, такие опции есть. Если вам в Ютубе что-то нравится, очень часто там есть контакты, и можно это все поддержать. Тем более, когда речь идет о культуре и о таком шикарном контенте. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что нашли время поучаствовать в нашем эфире. Я напомню нашей аудитории, что мы общались по скайпу с гендиректором студии Карденис Продакшн Эльзарой Ислямовой. Очень много контента вы можете найти в Ютубе, на Crimean Tatars, на странице. А фильм, о котором мы так много сегодня говорили, также легко найти в интернете. Достаточно просто вот 4 слова вбить туда в YouTube: «Свадебные обряды крымских татар». И на Crimean Tatars этот фильм должен вам показаться. И посмотрите, поделитесь своим мнением относительно этого фильма. Также в комментариях под нашим эфиром. Или звоните по номеру 8 800 10 06 926. Делитесь своими впечатлениями, может быть, планами на 2022 год, своими надеждами. И также, безусловно, сообщайте нашим журналистам о тех проблемных темах, которые существуют для вас. Возможно, осветив эти темы, мы вместе как-то можем повлиять на ситуацию. Спасибо за то, что были с нами. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. Эфир для вас провела я, Катя Некрече. До встречи.